Матраев боюнча эми ар ким ар түрлүү маалыматтар тарата берет. Ар ким ар нерсени айта берет. Бирок аны мына досконально следствие изилдеп келгенде ар түрдүү башкача болуп чыгып атат. Мына өткөн эле баягы 700 миллион боюнча, Азаттык тараткан 700 миллион боюнча. 700 миллион боюнча биз азыр расследование кылабыз. Ошол 700 миллион каяка кеткен, кимден кеткен, кимдин атынан кеткен, эмнеге кеткен. Азыр алдын ала маалыматтар боюнча ал 700 миллион жанагы биздин ушул товар ташыган бизнесмендердин акчасы деп атат. Мына азыр деле товарды алып келип атышат, Матраев жок азыр. Матраев жок, эч кандай маселеге кийлигишпейт, таможняга кийлигишпейт. Бирок бүгүнкү күндө деле товар ташыган биздин бизнесмендер мына самолет менен алып чыгып атат, банк менен алып чыгып атат акчаларını. Акча чыкмайынча товар кирбейт да, билесиздер. Акча чыгыш керек, товар кириш керек. Ошол үчүн ар түрдүү жанагыдай чоң мындай болбогон нерселерди айта берген коомчулугубузда журналисттерибиз дагы көбөйүп кетти. Мындан башыбызга алыш керек. Жакында эле бир эме чыкты, бир мындай видео ролик чыгарышыптыр. Эми бизге каршылар чыгарып атат да. Ошол жерде мени көрсөтүп коюптур. Бул түп эле бүт мамлекеттик имуществолорду басып алган, приватизация кылып алган, мамлекет тарабынан ушинтип байыган деп. Урматтуу журналисты, я еще раз хочу заметить, я у государства ни одного кирпича не приватизировал никогда. Ни одного сотых земли у государства никогда не брал и не буду брать. Вот моя совесть. А то, что говорят, что там я где-то какой-то завод приватизировал, где-то там землю приватизировал, это все ложь. Ложь это все. У меня один дом есть, и этим домом я проживу. У меня другого, второго дома не будут. Я второй дом не буду покупать. Других квартир не буду покупать. Так? Я данный шанс Богом, народом, чтобы работать, управлять этим комитетом, чтобы принести пользу народу, я воспользуюсь. Я хочу остаться кристально чистым. Вот по этому поводу у вас не должно быть появляться какие-то сомнения. И ни от кого, вот мои сотрудники сейчас знают, я всем сотрудникам говорю, ни от кого, ни одной копейки брать я не буду. Так? И советую, что все мои сотрудники также последовали этому по этой линии. Так? По этой линии. Кроме того, наши сотрудники, также я хочу здесь обратиться, сказать, чтобы они тоже смотрят, до них тоже доведем. Чекист не должен жить богато. Чекист не будет жить богато. Он свою жизнь посвящает государству, народу. Да, у него достаточно должно быть дом, машина, все другое, но у него не должно быть никаких счетов. У него не должны быть никакие там дополнительные квартиры. У него не должны быть какие-то там большие сбережения в денежных отношениях. Чекист должен жить скромно и служить народу. Только такие люди будут служить в нашем комитете. Так? Как ранее говорят, что кто-то в нашем комитете живет очень богато, этого не будет. Я пресекать буду обратно своих сотрудников также. И с нашей стороны, со стороны наших сотрудников, никаких преследований не будут. Если какие-то постановочные коррупционные схемы они выработают, или до кого-то будет постановлять, каким-то образом постанову устраивать, этих сотрудников я жестко буду пресекать и наказывать. Поэтому у народа должно появиться надежда на чекистов. У народа должна появиться надежда. Так? Тот, кто работает в нашем комитете, должен быть чистым, честным человеком и преданным своей родине. Когда мы говорим о том, что преданность родине, любовь к родине, любовь к народу, эти слова, когда озвучиваешь, многие смеются, что эти слова постарели. Нет, для нас эти слова никогда не будут забытыми. Они для нас, чекистов, слова «любовь к родине», «патриотизм», «отдать жизнь за страну», эти слова будут актуальными, будут оставаться до конца актуальными. Поэтому не сомневайтесь в порядочности наших сотрудников, пожалуйста. А насчет борьбы с преступностью, уважаемые журналисты,
Борьба с преступностью, она ведется со всеми правоохранительными органами, и милицией, и нами ведутся эта работа. Так? Но мы ведем не мелкими хулиганствами, не какими-то мелкими преступлениями. Мы ведем борьбы с ОПГшниками, так? Ими главарями бандитов, тех людей, которые в последнее время наводили нашу страну. Теперь, отныне, я повторяю свои слова, данное первое интервью, отныне ни один бандит, ни один глава бандита в нашей стране никоим образом не будет влиять на какие-нибудь общественные процессы. Так? Ни одного главаря бандита в стране не оставим. Хоть он вор в законе, хоть он смотрящий, положенец, такого не будет. Дайте нам информацию, в каком городе, в каком местности, какой-нибудь даже авторитет среди криминальных группировок спокойно ходит. Ни одного бандита спокойно в нашей стране не будет ходить в дальнейшем. Пусть они не надеются, что мы успокоимся, скажем, потом успокоимся. Это я не успокоюсь. Я не успокоюсь. Теперь общество должно быть свободно от бандитских криминальных группировок. Спокойные люди, живущие своим трудом, должны свободно жить в нашем обществе. Бандиты, сейчас вот, насколько вы хорошо знаете, очень хорошо живут. У них хоромы, у них двухэтажные здания, они на хороших машинах ездят. Теперь этого не будет. Пусть попробуют они жить сейчас в хороших домах, ездить на хороших машинах. Мы этого не допустим. Сейчас будем расследовать каждого лидера преступных группировок по всей стране. Хоть это в Чолпанате, хоть это в Джалабаде, хоть это в Баткене, везде. Поэтому я еще раз обращаюсь к этим криминальным группировкам, их лидерам. Если не будете жить по закону, если, не дай Бог, попробуете повторять свои незаконные действия, обладая какими-то штрафами предпринимателя или простых граждан, вы будете привлечены. Согласно закону. Я вам один свежий факт приведу. Когда мы уже как бы нейтрализовали всех лидеров криминальных группировок, сейчас теперь уже вышли спортовщики. Спортсмены уже выходят. Вот позавчера, по-моему, поймали спортсменов, борцов, так, мастеров спорта страны, чемпионов страны, их близких, родных братьев, которые облагали данью предпринимателей. Уважаемые спортсмены, я к вам тоже обращаюсь. Вы, спортсмены, должны поднять флаг нашей страны по всему миру, а не принимать участие на каких-то криминальных разборках и каким-то образом давить на людей. Этого не будет. Хоть он спортсмен, хоть он знаменитый, не знаменитый, чей-то родственник, мы на это не будем смотреть. Так? Отныне все спокойно будут жить. Я повторяюсь, ни один бандит не будет в нашей стране каким-то образом влиять на какие-то общественные процессы. Ни на выборы, ни на какие-то там должностные дела или каким-то образом предпринимательские дела. Но среди предпринимателей тоже очень много людей, которые с бандитскими группировками работают. Мы вас также выявим скоро. Как вы кормили бандитов, как вы им дан платили добровольно, этого не будет. Если какой-то лидер криминальных группировок останется в нашей стране, значит он будет жить только по закону. По закону не будет жить, мы его или в тюрьму отправим, или он будет жить в другой стране. Этого я обещаю. Я как глава ГКМБ этого обещаю. По всей стране. Говорят, что Досонова не ловит. Досонова поймаем. Досонова в скором времени мы поймаем. Никуда Досонов не денется. Мы знаем, где он находится. В соседних государствах находится. В Таджикистане находится. Переходит в Узбекистан. Только к нам переходит. Мы его поймаем скоро.
и ему жить спокойно не будет. Вот недавно два человека из досоновской группировки США как бы отреклись от своих прошлых криминальных действий, они публично выступили, мы их отпустили пока. Мы их пока отпустили. Но если дальше заметим, что они там каким-то образом будут привлечены к каким-то криминальным делам, мы их будем привлекать. Поэтому уважаемые журналисты, уважаемые общественности, дайте нам информацию. Вот недавно, буквально 3 дня назад, как бы задержали двукратного чемпиона мира по алышу. Двукратный чемпион мира по алышу. Тоже занимается криминальными разборками. Так? Тоже спортсмен. Поэтому никому никакой пощады не будет. Это вы должны знать.